Все? Шнур, видимо, будет. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре по теме «Медицинские аспекты подготовки к беременности». Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь главным специалистом Центра сопровождения специального инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования, а также занимаюсь организацией и сопровождением мероприятий в рамках просветительского проекта «Академия будущих родителей» Республиканского консультационного центра, в рамках которого и организован наш сегодняшний вебинар. И для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили врача-гинеколога, онколога, мамолога Суханову Екатерину Александровну, которая и осветит сегодняшние вопросы данного вебинара. У вас есть возможность писать свои вопросы в чате, на которые Екатерина Александровна обязательно ответит по завершению своего выступления. Итак, Екатерина Александровна, вам слово. Здравствуйте. Сейчас очень актуальная проблема подготовки к беременности, да, у будущих родителей, потому что большинство беременностей, скажем, происходит незапланированно, да, случайно. И это не очень хорошо, потому что бывают не всегда хорошие исходы таких беременностей, да, когда мужчина и женщина не подготовились, там, допустим, принимали какие-нибудь препараты не очень полезные для здоровья, да, или наоборот, лекарственные препараты какие-то принимали, да, не принимали витамины, которые необходимы, и это могло негативно повлиять на исход беременности. Сейчас официально есть такая междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины, МАРС называется, которая выпустила специальный медицинский протокол, клинический протокол, который называется предгравидарная подготовка. Она говорит о том, что беременность должна быть запланированной. Будущие родители должны заранее пройти обследование перед планируемой беременностью и должны как-то изменить свой образ жизни, если в их жизни присутствовали факторы риска, вредные какие-то факторы, да? То есть здоровое питание обязательно должно быть, физические нагрузки, отказ от лекарственных препаратов каких-то, да, если они негативно влияют на беременность, да? Вот. Теперь, что касаемо обследования, да, программа «Минимум». Женщина должна прийти на прием к женскому врачу, акушеру, гинекологу и сдать минимум анализов перед планируемой беременностью. Это обычные мазки на онкоцитологию, на флору. Потом неплохо бы пройти УЗИ малого таза, убедиться, что все нормально, никаких анатомических проблем нет. Сдать анализы крови, опять же, для того, чтобы посмотреть, есть какие-то хронические заболевания, нет каких-то хронических заболеваний. Также неплохо бы сдать на инфекции, передающиеся половым путем. Лучше всего эти инфекции, конечно же, пролечить до беременности, чем уже лечить во время беременности, когда ребеночек уже есть, он сформировался, и они могут как-то негативно повлиять. Вот. Ну, программа «Минимум» я вам рассказала. Да? Будущий папа тоже должен быть здоров. Тоже неплохо, если он подойдет перед планируемой беременностью к врачу, тоже даст анализы. Также на скрытые инфекции, проверит уровень своего здоровья. И, конечно, необходимо за полгода или хотя бы за 3 месяца, да, отказ от вредных привычек, либо отказ от курения, либо снижение количества выкуренных сигарет, как папы, да, так и маме тоже желательно отказаться от курения, от алкоголя, от токсических каких-то веществ, может быть, присутствуют на производстве, на работе какие-то факторы риска, да, вот. И начать подготовку к беременности. Программа «Минимум» – это прием фолиевой кислоты в дозе 400 микрограмм в сутки маме и желательно, конечно, папе тоже за 3 месяца до зачатия. Вот. Это фолиевая кислота регламентирована клиническим протоколом, это обязательно принимать всем. Потому что когда беременность уже есть, и если что-то идет не так, исправить ситуацию практически невозможно уже. Надо на ситуацию влиять до того, то есть до того, как беременность наступила.
на этапе планирования. Потому что если беременность наступила в неудачное время, в неудачном месте она заложилась, то исход такой беременности будет сомнительным. Понятно, желательно надо заранее к этому готовиться. Да? Сейчас также по новому клиническому протоколу женщине для планирования беременности за 3 месяца тоже неплохо бы начать прием омега-3 кислот, витамина D, вот, обязательно, и йодомарин. Йодомарин, препараты йода, например, йодомарин 200. То есть вот эти минимум 4 витамина надо принимать женщине, ну и мужчине тоже неплохо, перед планируемой беременностью. Есть специальные комплексы, их очень много, которые так и называются, для подготовки к беременности. Вот. Можно эти витамины принимать порознь, то есть отдельно фолиевую кислоту, отдельно омегу, отдельно витамин D3 и йод. Йод тоже бывает в виде калия йодида, в виде йодомарин, да, до 200 мг. Так как мы с вами живем на севере, большую часть года у нас солнышко на небе не показывается, то нам, северным людям, обязательно, конечно, нужно принимать препарат D. Профилактическая доза препарата D – это 1000 единиц в сутки. Ну, в идеале мы должны сходить на лабораторию, сдать свой исходный уровень витамина D, потому что у кого-то может быть очень сильный дефицит, и профилактическая доза 1000 единиц может быть мало. Там тогда врач-эндокринолог назначает дозы витамина D, более высокую дозировку назначает. Что касаемо йода, на йод можно не сдавать. Все женщины, которые планируют беременность, и также у которых уже беременны, йодомарин 200 должны принимать всю беременность, до беременности и также на период лактации. То есть обязательно. Омега также принимается в профилактической дозировке. И на этапе планирования беременности, и во время беременности можно курсами принимать, и неплохо бы также после беременности. Да? Вот. Да, я сказала, ну, про фолиевую кислоту дозировка регламентирована, да, это 400 микрограмм в сутки. Если у женщины присутствуют какие-то проблемы со свертывающей системой крови, какие-то врожденные патологии крови, тромбофилии, тогда дозировки фолиевой кислоты более высокие. Но тут уже назначает врач-гематолог. Вот. Теперь давайте перейдем к этапу беременности. Да? То есть благополучно мы запланировали фолиевую кислоту, все витаминки до зачатия принимали, беременность наступила. Да? Если вы принимали фолиевую кислоту, значит, вы значительно снизили риски врожденных аномалий и пороков развития у плода. Что же принимать во время беременности? Ну, во-первых, во время беременности должна быть сбалансированная диета, питание, то есть женщина должна получать все необходимые ей белки, жиры, углеводы, незаменимые аминокислоты. Также должны в рационе присутствовать и растительные жиры, и животные жиры, такие как масло, сметана, да, например. Углеводы сложные, то есть это крупы, там хлеб из муки грубого помола, да, и витамины. Что касаемо, вот, например, кальция. Если женщина не получает в своем рационе достаточного количества кальция, ну, то есть, допустим, она вообще не ест молоко, молочные продукты, творог, сыр вообще не употребляет, то желательно в сроке с 24 до 32 недель принимать препараты кальция. Это также вам об этом напомнит ваш участковый акушер-гинеколог. Да, есть такие препараты, как кальцинин, кальций-детринекомет и другие препараты кальция, которые вы можете принимать по одной таблеточке 2 раза в день. Препараты железа. Препараты железа назначаются, если у вас есть исходный уровень гемоглобина низкий, скажем так. Назначаются препараты железа для того, чтобы восполнить дефицит, да, по железу. Также во время беременности мы продолжаем прием препаратов, которые мы начали до беременности. Это фолиевая кислота, такой же дозировки 400 микрограмм в сутки до 12 недель беременности. В дальнейшем фолиевую не обязательно принимать, по желанию. Витамин D и омега-3 мы можем принимать всю беременность, потому что витамин D
играют большую роль в регуляции гормонального фона нашего, да, так же, как и омега, они очень сильно влияют на развитие ребеночка. Вот. Препарат, как я уже говорила, йодомарин 200 или препараты йода мы принимаем всю беременность. Вот. Ну, вот это такая программа минимум, да, что мы должны принимать. Есть, конечно, различные формы витаминов, различные фирмы есть, различные составы. Но тут надо решать этот вопрос индивидуально, потому что кому-то вот те витамины, которые я вам рассказала, да, 4 витамина, это программа минимум, их надо принимать обязательно. Остальные все витамины и микроэлементы, это все индивидуально. Если у вас присутствуют какие-то признаки дефицита этих витаминов или не хватает их у вас в организме по анализам, тогда да, можно принимать дополнительно. Но минимум вот эти 4: фолиевая, йод, омега и витамин D3. Также во втором триместре это препараты кальция и по необходимости препараты железа. Вот. Что еще мы с вами не сказали? По питанию. Ну, по питанию, смотрите, желательно, чтобы в вашем рационе присутствовало достаточное количество овощей, фруктов. Но с фруктами надо быть аккуратно. Есть фрукты, которые повышают вероятность аллергии. Например, не злоупотреблять цитрусовыми, да, клубника, например. Также из аллергенов, например, шоколад, рыба. То есть вот этих продуктов должно быть ограниченное количество в рационе, чтобы не было, скажем так, аллергизации, да? Вот. Должен в рационе обязательно присутствовать сложные углеводы. Сложные углеводы – это все крупы, ну, за исключением манки, например, да, которая не всегда полезная крупа. Это хлеб из твердых сортов пшеницы с присутствием клетчатки, из муки грубого помола. Овощи обязательно. Овощи как должны присутствовать как в сыром виде, в виде салатов, да, это зеленые овощи, так и в виде, ну, тушеные присутствуют. Обязательно белки должны у женщины в рационе присутствовать, потому что белок – это строительный материал, из которого строятся клеточки, организм, и для мамы белки важны, и для ребенка, да, где у нас содержится белок. Это мясо, рыба, яйца, морепродукты. Ну, также белок, конечно, содержится и в таких растительных продуктах, как бобовые, вот, в хлебе, ну и других в небольшом количестве. Конечно, там существует 20 незаменимых аминокислот, они в растительном белке не все присутствуют, к сожалению. Аминокислоты, самый идеальный белок, это яичный белок, он содержит в себе все 20 аминокислот, которые нам нужны. Вот. Также повторюсь, что кальций, да, но кальций мы получаем из молочных продуктов. Также кальций очень много содержится в орехах, семенах. Можно через орехи получать микроэлементы необходимые, да, но мы должны помнить, что орехов много в день есть нельзя, потому что при передозировке тоже это может быть такой аллергизирующий момент. Достаточно, ну, ладошки, да, горсточка орехов в день, этого вам будет вполне достаточно. Что еще? Клетчатка должна присутствовать обязательно, потому что у беременных женщин у всех есть такая проблема, кишечник начинает работать медленно, и бывает с этим проблемы. Клетчатка это опять же овощи и твердые злаки. Они улучшают перистальтику, дают объем, чтобы нормально в организме все работало. Вот. В принципе, по питанию, если какие-то вопросы есть, задавайте, я отвечу. По витаминам мы вроде как с вами все разобрали. Ну и после родов, да, обязательно после родов. Женщина во время беременности очень много отдает своему ребеночку и витаминов, и микроэлементов. После родов тоже очень важно принимать и витамины, и чтобы было сбалансированное питание, и кальций, и йод, чтобы женщина сама могла восстановиться и возместить тот объем витаминов и минералов, который она отдала своему ребеночку
во время беременности, да. Вот. Тут тоже есть специальные витамины, которые называются «Мама и ребенок» для послеродового периода. Да? Вот. Ну и обязательно, конечно, после родов препараты кальция принимать курсами, потому что вместе с грудным, во время грудного вскармливания, вместе с молоком женщина тоже отдает очень много кальция. Вот. Ну, в принципе, вот эта программа минимум я вам рассказала. Хотелось бы, конечно, послушать вопросы. Если у кого какие-то вопросы есть, я с удовольствием отвечу. Немножко меньше у нас лекция получилась, чем запланированное время. Так, так, вопросов что-то я пока не вижу активно. Вопрос обычно у женщин появляется во время беременности, когда появляется какая-то проблема, тогда, как правило, появляются и вопросы. Но повторюсь еще раз, да, беременность должна быть запланирована, чтобы ребенок, имплантация, чтобы произошла в наиболее правильный момент, чтобы в это время организм наш был насыщен витаминами, минералами, организм был не зашлакован, не было никаких токсических влияний в этот момент, не было никаких лекарственных агрессий, да, здоровый образ жизни. Конечно, будущие родители должны вести здоровый образ жизни, это прогулки на свежем воздухе, в лесу, получать достаточное количество кислорода, много ходить пешком, правильно питаться, получать необходимые. Мы сейчас, к сожалению, наш рацион очень сильно обеднен, да, продукты уже, овощи, фрукты не такие, как были, допустим, 100 лет назад, да. Сейчас вот все растительные какие-то вот наши продукты, они несколько объединены минералами и микроэлементами. И, конечно, нам, людям севера, да, необходимо получать вот эти вещества, которые я перечислила выше, еще раз повторюсь. Это витамин D, 1000 единиц в сутки профилактическая доза, препараты омеги, фолиевая кислота для планирования беременности, да, и фолиевая кислота, так, что еще сказала? Ну, и йод, конечно же, йод. Ну, видите, в чем дело. Если есть какие-то проблемы и заболевания щитовидной железы, то йодомарин назначается только по показаниям врача-эндокринолога. Вот. И, как бы, может быть, в постоянной жизни йод принимать не обязательно. Но обязательно, если вы планируете беременность, вот, и во время беременности. Какое время наиболее благоприятное для зачатия ребенка? Я считаю, что самое благоприятное время – это осень, потому что за лето мы с вами наелись свежих фруктов, овощей, зелени, салаты, петрушки, укроп, овощи с грядки, то есть набрались витаминов. За лето мы набрали с вами витамин D, который образуется в коже под действием солнечного света, да? Зарядились бодростью, отдохнули, съездили там на море. То есть вот после лета, за 3 месяца лета мы с вами набрались, скажем так, необходимых полезных веществ. И как бы в идеале, да, в идеале получается это осень. Ну, не всегда получается запланировать на осень, потому что обстоятельства бывают разные. Самое главное, если вы будете принимать необходимые витаминки, которые я рассказала, да, и будете вести здоровый образ жизни, конечно, можно тогда планировать в любое время года. Вот. Ну, если вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. До новых встреч. Если будут какие-то вопросы, готовьте, я с удовольствием на них отвечу.
что не могу выключить.